Юсупов Газиз Мухамматович, пресс-секретарь Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Он нам расскажет о медиаторстве как способ работы с хейтом в башкирской культуре. Появление нового контента всегда порождает реакцию со стороны общества, и чаще всего это бывает отрицательным, нежели позитивным. Почему так происходит? Откуда, в общем, берется хейт? И от чего она зависит? Если по хейтерству нет вопросов, то я бы хотел коснуться и второй темы, которая была заявлена, это медиаторство. Медиаторство в нашей культуре, в башкирской культуре именно посредничество занимает значимую роль, играет значимую роль. Почему? Потому что 50 башкирских родов, они все, каждый род, вне зависимости от его занимаемых земель, от его количества членов этого клана, они все были равны друг другу. И основной принцип, который действовал тут, это принцип договоренности. Как договоримся, так и будет. И вот здесь все это перекликается с темой медиаторства, которая становится в последнее время популярна. Закон о медиаторстве в Российской Федерации был принят в 2012 году. А сейчас тема посредничества в переговорах, она все больше и больше занимает. Например, Духовное управление мусульман, уже 30 имамов обучается на профессионального медиатора. Какие же основные принципы медиаторства можно было сказать? Сейчас я погляжу на шпаргалку, чтобы не ошибиться. Первый принцип – это добровольность. Если люди не хотят договариваться, то здесь уже никак иначе поступить невозможно. Просто разойтись и идти уже дальше в суд или к какому-то авторитету, договариваться силой. Второй принцип – это принцип равенства сторон. Нет ни одной стороны, которая выше или ниже. Вот, например, к нашим имамам обращаются семейные пары. И кажется, что вот, мол, в семье муж должен быть главным, но на самом деле, когда приходят в комнату медиации, они садятся и разговаривают как равные партнеры, как равные собеседники. Третий принцип – это принцип конфиденциальности. То есть все, что происходит в комнате медиации, все, что происходит между договаривающимися сторонами, оно происходит только между ними. А четвертый принцип – это нейтральность. Медиатор, та сторона, которая способствует договоренностям, она должна быть нейтральной. Ни на стороне никого не должна быть. И вот, исходя из этих принципов, уже строится медиативный процесс. Можете, понятно, не называя имен, назвать какой-нибудь пример решения какой-то конфликтной ситуации именно вами? То есть там в чем суть была и как в итоге ситуация разрешилась? Или вы пока только на стадии обучения? Я только учусь, но наши имамы, например, Ишимбайский Радик Хадрат, он уже проводил сеансы медиации, и сейчас тоже проводит прием. Уже у нас на Чернышевского 103 в Духовном управлении мусульман проводятся приемы для семейных пар. И это не один сеанс, не сели и решили проблему, а несколько. Сначала подготовительные этапы проходят. Сначала медиатор разговаривает с одной стороной, с другой, находит какие-то общие точки, договаривается о месте и времени встречи. И потом уже начинается несколько сеансов медиативных встреч. Когда два человека сталкиваются в конфликте, они не видят ситуацию, они видят только свой интерес, то, чего они хотят. И
решения не всегда не могут найти. Им это нелегко дается. И в таких ситуациях медиаторы, они со стороны смотрят, узнают, чего хочет один, чего хочет второй, и примеряют их. Это прям интересная практика. Во время обучения упражнения уже проходили, да? Да-да. Очень интересно было. Как бы бывает также медиация в бизнесе, когда какие-то партнеры между собой не могут какие-то вопросы решить. В этих ситуациях медиаторы тоже помогают. И, самое актуальное, это, наверное, семейно, потому что в семье проблем много, и как бы медиатор — это классная штука. Медиацию можно понять через противопоставление жестким переговорам. Была очень популярная тема курсы жестких переговоров. То есть как нахрапом задавить своего оппонента, с кем ведутся переговоры, чтобы протолкнуть свое мнение. Медиация как раз это не про то. Медиация — это изначально уважение. И да, мы сохраняем свою позицию, мы сохраняем свою точку зрения, но тем не менее с уважением относимся и к противоположной точке зрения. Стараемся понять, почему он так действует и как бы нам найти общую точку соприкосновения. Вот так. Про хейт поговорили. Вот насчет похвалы, допустим, человек можно перехвалить, и он как бы расслабится. То есть, может быть такое, или это больше от человека зависит? Это зависит от человека, и я думаю, что хвалить человека никогда не вредно. Это стоит. Психологи, конечно, рекомендуют еще и самого себя хвалить. Тоже очень хороший совет. Да, погладить себя по голове. Өзіңді хүйіп, яратып яшәргә кәрәк. А мой дед, Рашид Юсупов, говорил моему отцу, и отец уже передал мне, когда есть возможность, хочется вот тебе сказать хорошее слово о человеке, даже ни секунды не медли, сразу говори, потому что потом может быть поздно. Сейчас вот в связи с коронавирусом многие в годах люди уже уходят, покидают наш мир. И в самом деле лучше успеть сказать хорошие слова человеку, лучше успеть похвалить его, чем промолчать, потому что потом жалко будет. Эх, не успел, это Пельвермен. Тоже как бы, если перехвалить, то может же расслабиться человек. С другой стороны, если перехвалить, то есть вы говорите, если перехвалить, то может расслабиться ребенок, а если не дохвалить, то он вырастет недолюбленным. Вот я бы лучше перехвалил ребенка. Сейчас у меня растет 3 детей, старшей исполнилось 14 лет, пока вреда от этого не вижу. Она достойна похвалы. Выступал пресс-секретарь Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Юсупов Газиз Мухаматович. Гайзага хедге олы рахматыбызды белдеребез һәм хедге бәләкәй генә бүләк бездән. Ысынлап та бик кызык әңгәмә булды һәм хейтердар дигәндә, хейтердар аркасында мин кайбер бер кылыктарымды югалттым, чөнки хейтердар әйтмешләй, башкортлар ул әйтмай.